Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кьюти24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам в гости сегодня пришел студент Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель молодежной организации Монголии по Дальневосточному федеральному округу Аргилбаяр, Нямжав Аргилбаяр. Приятно познакомиться, и спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам в гости. Учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы свою передачу называем кулинарное ток-шоу. Чем ты к нам сегодня пожаловал, что будешь готовить? Так, сегодня мы будем готовить, я буду готовить монгольское блюдо. Это... Еще бы! Да. Да-да-да. И можно сказать, что это как монгольский суп, и чай с молоком, можно сказать, и чай с пельменем, можно сказать. Ну, учитывая то, что там, я так смотрю, у тебя мясо есть, пельмени да, есть, мясо это, есть. Это основное блюдо. Да, основное горячее блюдо. Да, горячее. Ну, можно сказать суп. Можно да, сказать... и это еще можно назвать это лечебное. Лечебное. Да, так. те, кто кашлять, где там холодно, надо кушать и очень здоровиться. Ну, вообще я знаю, я в Монголии не был, но я знаю не понаслышке, что там очень любят мясо. Да. Так? Очень любят Здесь мясо, и мясо. все сытное, когда много, и монголы все такие крепкие ребята. Да. И все прочее, да? Хорошо, с чего начинаем? Давай. И как вообще готовится это? Да, это готовится... Ну вот, по-моему, вот у тебя вода, да. Надо уже нагревать, да? Да. Ага. Так, это готовится сначала мы аккуратненько этот рис чуть-чуть это жарим. Угу. Вот тут наливаю чуть-чуть масла. Чуть-чуть масла. Угу. Тут правильно включил? А вот все, вот так. Так. И поджарить надо рис. Поджарить надо рис. Ну и тут воду будет готовить. Да, вода. Ставим кипятить, да? Кипятить надо. Так. И дальше? Дальше у нас будет чай. Тут будем готовить, потом все смешиваем. Ну хорошо. У тебя вообще как с готовкой? Ну, в смысле, у тебя опыт есть, ты сам все это либо видел, либо сам готовишь? У меня мама повар-мастер. Как мастер? Мастер-повар. Мастер-повар. Да. Ну все, она... И она мне все учила. Дома она обычно почти не готовила, потому что она устала из-за работы, поэтому я же весь день готовлю, поэтому дома не хочу готовить и так далее. Она мне говорила, и как готовить, как правильно делать, все она меня научила. Ну, то есть ты уже руку набил, все знаешь, у тебя такого нету. Обычно люди приходят к нам иногда на передачу и говорят, ой, я совсем не умею готовить, я там издалека и все прочее. Ну, масло, смотри, у тебя уже подогревается. Мне кажется, уже начинает чуть-чуть подгорать. Может быть, масла побольше или чуть побольше делаем. Да, ну смотри сам. Сейчас уже так. Тут плитка довольно быстро работает. Да. Вот. Рис прям так жарится, да? Да. Хорошо. Можно огонь, по-моему, поменьше сделать. Потому что такая плитка, видишь, уже так. Итак, твоя история. Как ты оказался в Якутии? Учился из Монголии. Да, я сейчас, как вы сказали, студент в Арктическом государственном институте культуры и искусства, кафедра народно-художественной культуры. У меня подготовка направления руководства хореографическо-любительским коллективом, преподавателем. Танцы. Танцы. Дела. Да. И Гран-Пеле, Дмиплей, Батматандю. Я чуть-чуть подготовился, чуть-чуть что-то знаю. Я с детства танцевал. У меня дедушка был самый первый руководитель по культурного центра в Хинтийском Аймаке. Сейчас город Чингис называется. И у меня бабушка была танцовщицей, когда она была молодая. Поэтому я вырос ближе к искусству. И какие танцы сразу скажи? Народные. Народные танцы. Я народник, да. И с детства мечтал, что стать как танцором, как исполнителем. И поэтому можно сказать, что придется мне искать хороший вуз, хороший институт. И... То есть у тебя, ты в школе учился, уже танцевал, у тебя вопрос о том, чтобы куда дальше пойти, не возникало? Да.
Ага. Ну, то есть куда-то может быть другое направление. Все-таки же, ну, выбор профориентации, ну, для вчерашнего студента, школьника всегда же такой, ну, довольно такой тяжелый вопрос. Этот, как можно сказать, в школе я занимаюсь не только с танцами, я был отличником в школе, поэтому интересовал, как юристом хотел стать, юристом, да. И еще хотел я заниматься как ведущим в телеканале. Вот, кстати, да, Да, я знаю, что ты коллега да. мой, да-да. И поэтому у меня выбор был, можно стать как танцором, можно стать как ведущим, можно стать как юристом, да. Из них мои учители мне советовали, что если тебя будет как ты юристом, тебе все будет хорошее, типа так сказали. А мои родственники, родители мне сказали, что у тебя будет этот ведущий. Ага. Ну, Мы то есть тебя смотрим. все-таки же Да. родители наши, Да. да, кто-то говорит, ну, Да. как бы свое влияние оказывает, Да. вот так говорит, вот тебе, наверное, Да. идет очень хорошо, если Да. ты юристом будешь, то будет у тебя круто. Да. А ты? А я сам, ну, не знал, я вообще запутался. А так мне душа хотела стать как танцором, да? И мой дедушка мне сказал, что куда ты хочешь, туда иди. Это твой выбор, Куда это твоя сердце- жизнь, да. сердце велит. Куда твое сердце, да. Так сказал. И я безусловно решил, чтобы стать как хореографом, как танцором. Круто. Да. Так. Тем более, что ты всю жизнь любил танцевать. Да. Ага. Но при этом, как ты в России оказался? Ну, то есть, я знаю, в России, ну, в Советском Союзе, дальше в России самая лучшая балетная школа. Да. Да. Ну, наверное, все якуты знают, даже в России можно знать, что кто такой Спиридон Шишигин, Да, хомусист кстати, известный. Да, он, кстати, у нас в передаче был. Да, я смотрел. Ага. И благодаря его, можно сказать, поступил я здесь, в Якутске. М. Я закончил столичную общеобразовательную школу номер 61 в Монголии, Чингалтецкого районе. И у нас была директриса Мухчимик, она очень крутая, хорошая была, и нас всегда поддерживала. И наш Чингалтецкий район и Хангаласский район, между ними были совместная работа. В рамках этого наш 61-й школ и Хангаласский первый школы тоже совместные работы начали делать. Ну, Обмен там, студенты. ученики, обмен преподавателей и так далее, и так далее. Оказался, при этом мы приехали, я со своим ансамблем здесь, в Якутске. Это было в 2017 году, Ну, ты 2018 школьник году. еще. Школьником был я. Да-да-да. Когда поступил до этого, трижды раз даже приехал здесь, в Якутске. Да ладно. Да. А. Первый раз это было в 2017 году, второй это в 2018 году, последний раз это было в 2019 году. Выступали, получается. Выступал. То есть народные танцы, да? Народный танц, наш ансамбль, да. Ага. Вместе с ансамблем Хангалас-Чан, этот ансамбль при школе, Хангаласской первой школы, да. И первый раз просто мы как гастроли приехали, второй раз мы для участия с их Туймада, городской с их. Сэх, ага, Сэх, сэх, да. летний, да. Летний, да, мы смотрели, участвовали, и потом последний раз это для участия День Хамуси была. Мгм. У нас очень понравился Якутск. Мы здесь впервые... Сразу? Нет, не сразу. Нет, не сразу. Ну-ка. Но когда первый раз приехали, да, в 2017 году, это была весна. Так. Ну, Не холодно еще. не холодно еще. Не холодно, так. И нам сказали, нас пригласили где-то в Якутске. Там весна и так далее, очень тепло и так далее. Сказали мы, ура, мы едем туда, типа так далее. Да. Очень радостно прилетели сюда. И для этого проезда я себе купил новая белая кроссовка. Зря. Зря. Это была очень глупая ошибка. Почему я так купил себе белая кроссовка? Это, конечно, за неделю испортится. Да-да, ну у нас И слякоть, да, грязно, да. все, типа там грязь и так далее, и так далее. И потом я со своими друзьями, все, больше не буду в Якутске. Да. И все, больше разговора нет. Типа так мы разговаривали потом. И потом в следующем году нам типа пригласили, что приехать летом. И ты сказал, опять? Да, я говорю, опять нет, не туда. Давайте отдыхаем лучше. Не туда, вот так сказал. Они, нет, Пожалуйста, в Турцию. нет. Пожалуйста, в Египет. Потом Ближе к нам морю. сказали, что летом там круто. Ага. Типа так сказали. Ну ладно, посмотрим. Мы прилетели. Да, реально круто. Потому что мы Сэх, да, 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 Сэх увидели, там якутский народ, как они дружили, мы увидели. И что самый первый раз мы увидели белую ночь. У нас белой Монголии ночи нету разве? нет. Ну да, вы же ниже, ну Да. то есть, как бы, я имею в виду по параллелям. Да. Так. Поэтому у нас нету белой ночи. Мгм. Мы впервые здесь увидели белую ночь, и там так тепло. Ну, летом классно в Якутске, кроме комаров. Ну,
всегда есть какие-то плюсы. Да. минусы, да. И- Мы, наоборот, говорим, что комары, это нам хорошо тоже. Ну, у меня аллергия от Бо- комаров. Бодрость духа. Так, дальше. И потом мы там река Лина, Ленской Лен. столбы и так далее смотрели. Ага. Ну, все то, что вокруг есть. Да. И достопримечательности. как называется этот музей, который... Булус, Нет, где лед лежит. Нет? нет, а как это называется? Там мамонты, там все, лед, мороз, музей мороз. Царство вечное Да, туда ходили, очень понравилось нам. И потом, Вроде лето, жарко, 30 градусов, скорее всего, было. Да, и да. тут лед, да? да, ага. и нам это было очень сказочно. И потом нам наш этот гид сказал, что тут зима очень холодная для вас, и тут минус 50, даже иногда минус 60 бывает, типа так далее. Минус Сказали, 70 бывает, Да. это и мы зафиксировано. говорили, как так можно, как вы живете здесь, типа так мы разговаривали. Потом в следующий раз нас пригласили на День Хамуса, это 30 ноября. Ну, уже довольно холодно. Да. 40 лет добыл. Да, мы участвовали как раз, фестиваль «Зима» начинается с Якутии, и еще концерт для День Хамуса и так далее. И нам очень понравилось, а так для нас было не холодно. Ну, Потому что но у в нас... Монголии тоже бывает холодно, да, на севере. У нас еще холодно, чем Якутск, если честно. Потому что у нас ветер, сильный ветер. Ну и влажно. И влажно, очень влажно. А здесь сухой, без ветра, как сказочно, очень спокойно. Для нас это теплее. Тепло. Как. Да, и очень спокойная зима. Хороший пуховик, шарфик Да. не пошел. Ага. Ага. Очень понравилось. Здесь очень спокойно можно ходить. Как можно сказочное, типа необычное здесь. Романтика. Да, романтичное. Те, кто родился, те, кто всегда жили здесь, в Якутске, это может быть зима обычная, Ну да? да, мы привыкаем, Да. глаз замыливается. Для нас, для как бы, нас это- Ленские столбы, если ты уж Да. каждый день проезжаешь, как работают. А для нас это просто чудо. Для иностранцев. Я скорее соглашусь, да. Да. И, как можно сказать, с этого момента зима нам пригласили, что посетить в Арктическом государственном институте культуры и искусства. Я вообще раньше не знал, что здесь есть творческий вуз. И нас пригласили туда. Мы гостили в Арктический государственный институт культуры и искусства. Очень хороший институт, очень хороший вуз. Прямо так. Потому что мы там смотрели там учебный план, учебный программ и так далее. Мне прямо понравилось, потому что я как то раз... есть ты к тому времени, перебиваюсь, да, извини, уже знал по-русски, то есть примерно уже... Нет. А как ты узнал там? Перевод английский? Типа у нас была гид с русского до монгольского. У нас всё. преподавательница была по русского языка, она нам перевод сделала. И она сказала, что здесь такой хороший, такой. Ты какой искал? Я говорю, мне нужна будет одновременно, я хочу учиться народный танец, и классический танец, и бальный танец, и современное направление танца и так далее. Хотел. Как раз в АГК программе была такая. это есть. Все это было. Я сейчас танцую народный танец. И не только народный, как можно, танцы народов мира. Да, якутский танцую, северный танцую, монгольский танцую, да. Те, у какого народа есть народный танец, это все танцую. И как раз у нас куратор Ча-ча-ча, но у нас куратор есть Зинаида Николаевна Попова. Она нам преподает классический танец. Это классический танец самая основа танца. Который обязательно у станка. Да, у станка, в середине, да, всякие разные движения, комбинации и так далее. И бальный танец, ча-ча-ча, и танго, вальс, фокстрот и так далее мы учим. Еще современный танец, там контемпорары, и всякие разные уличные, хип-хоп и так далее, и так далее. А вы тоже проходите? Даже такое есть? Да, все есть. Вот это все, Да, все есть, да. Ты ничего себе? Да, поэтому у меня тут вообще не скучно. Каждый день интереснее, каждый день классно. Когда я утром проснусь, не жалею ничего. Просто, мое утро начинается, спешу к институту, учебу. Нет, а сложно, допустим, да, ты для себя принял, что вот с помощью переводчика. Так, я смотрю, объясни, пожалуйста, вот ты положил жареный рис. Жареный рис. Да, в бульон, да, бульон. Такой, Бульон. да? Чай положил? Чай положил. Это что за чай? Обычный чай? Обычный чай, но этот чай мне подарили мой друг, который из Горного Алтайского Алтайского республика. Это, наверное, тогда чай какой-то такой специальный какой-то чай. Да. У них же есть вот Сагандали, нет? Нет, у бурятов есть Сагандали. Сагандали, хорошо. Так. Это основа трава алтайского. Так, и пошли пельмени. Пельмени добавляем. Монгольские. Нет, Нет, да? не успел готовить монгольский.
Ну, Ну, обычные это пельмени. из И магазина мясо купил. еще положил. Мясо положил. Мясо, наверное, скорее всего, для бульона, да? Что-то Для бульона, да. придало. И привкус там. Так. Чем больше, тем лучше. Ну да, Это я говорю. да. Я люблю пельмени. Ну, я вообще все люблю. М, Потому что же мы же кушать будем обязательно. Да. И ребята вот стоят. Сегодня первый рабочий день у нас. И Этот все блюдо, кто хочет, можно все готовить. Это очень хорошо помогает. Например, когда я кашляю, сразу это готовлю, и завтра уже мне здоровье нормально становится. Да. Это моя бабушка мне готовила, мама мне готовила, я сейчас сам готовлю. И у меня в общежитии есть друзья много, конечно. И я, когда готовлю монгольское блюдо, именно вот этот суп, да, они очень любят. Когда, Аргил, готовишь еще раз? У меня Давай. кашля, Аргил, у меня температура. Готовишь мне, пожалуйста? Типа так они мне интересно. говорят. Да, уже они любили в этом. Итак, Аргил, ты узнал, что у нас есть вот Агики, да? У нас институт. Он тебе подошел, вот с помощью переводчика ты сказал. А сложно было поступать? Сложно было, конечно. Какие экзамены, ну, вступительные? Я поступил, как можно сказать, как бюджет, да, Ага. бюджетный мест. Россия дает возможность для иностранцев, которые поступят бесплатно в учебу, да, Ну, бюджетные места. да, бюджетные места. У нас это было 500 квотов в Монголии, в общем, в Монголии, да, и это через Россотрудничество. Там соперников очень много было. Из 500 квот там только 12 квот для творческим вузом было. У меня Даже так, по соперников... всей России? Да, по всей России. Ух ты, И- вообще мало, ну. Да, очень мало. И говорят, что соперников там много. Мы сначала Конкурс большой. конкурс большой, портфолио сделали, и потом прямо разговаривали, нам вопрос задавали, мы отвечали. Собеседование. Да, и На монгольском? на монгольском, конечно, да. Так, Там с помощью переводчика. ага. Нет, там комиссия, монгольская комиссия, там, которая А, работает. сначала там уже? Сначала там, в Монголии. Да. Ну, чтобы, это же страна тебя, Да, ну, то есть ты отбор, представитель да. от Монголии. Да, ну, да. как бы, да, конечно, Да. это большая ответственность, да? Да, и потом после этого творческий экзамен, конечно, через онлайн сразу в ГИ дали, где у меня есть растяжка или нет, какой ну, танец то я есть умею. показываешь? Да, показываю сразу. И у меня музыкальный слух есть или нет, типа так далее. А у меня желание есть и так далее. Вот такого много мне задавали. И потом еще придется нам экзамен. Ну, раньше было такого, у меня во время пандемии было, поэтому мне повезло, я не сдал русский язык, не сдал литература, не сдал монгольский язык. Но если была бы не пандемия, нам надо было дать русский язык и сдавать экзамен. Ну, это основной, да? Ну, видишь, где-то свои плюсы тоже есть. Да, да, да. Спасибо пандемии. Да. Можно сказать, да? Да, вот так Чуть ли не можно так, сказать, да. Ага. Ну, судьба это, судьба. Да. Да, как будто ведет Да. тебя. И там люди все удивились, потому что многие попытаются, что поступить в Москву, в Питер, в Перми Ну да, и так далее, и так далее. где-то Да. там, да, А поближе. там я занял первое место с 12, да. Кто занял первое место, можно было самый первый раз выбрать свой вуз, да. Я говорю, я поступаю в Арктическом государственном институте культуры и искусства. Якутск. Это находится в городе Якутске. Типа, Они такие, где это вообще? Да. да. Ты знаешь, там холодно? Ага. Я говорю, да, я знаю. Ты знаешь, там Комары. далеко? Да, я знаю. Это маленький. Там медведи по да, я улице знаю. ходят. Да, вот они все так говорят. Я говорю, да я все знаю, я просто туда хочу поступить. Это мне очень понравилось, поэтому так, ну давай, иди сюда. Вот так сказал. И потом за мной очень много абитуриентов сюда в ГКИ. Ну, то есть ты практически, получается, ну, первооткрыватель. Да, который чуть ли не самый первый монгольский студент в Арктическом институте. Ага. Ну, круто. Ты на детской почте тоже, наверное, висишь. Да. Да? Да. Итак, как языком? Ну, все равно, пандемией, но учиться надо, какие-то лекции ходить, что-то там писать, все Да. равно же. Не просто же все время молча танцевать. Да. Правильно? Да, это правильно. Да. Ну, сначала я думал, Ну, что... ты уже, вот комплимент сразу сделаю, ты уже очень хорошо говоришь. Спасибо. Кажется, лучше, чем я уже говоришь. Ой, нет. Да. Как учил язык? Ну, сначала, если честно, я думал, что мне русский язык вообще не надо. Мне надо учить просто... Да. Просто я буду танцевать? Просто и я всё? буду танцевать, но Вот так, надо... покажу нам класс и все. Да, надо уметь считать до 8. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот это я учил, и так, все. да. Раз, два, Да. три, раз, И два, три. я вот думаю, это. что и все. А так не так, конечно, Ну, да. конечно, да. До этого, когда я поступил в АГК, до этого у меня был подготовительный факультет в Северо-Восточном федеральном университете. Это было тоже дистанционно, да. Как все мир прекрасно знаете, дистанционное обучение – это
не то же, да? Ну, да, Да. свои сложности, Да, конечно, да. есть плюсик, но минусик очень много, да? Минусов очень много, да. Я там русский язык вообще не знал, ноль с русского языка у меня. Ну, привет, наверное, знал. Здравствуйте, знал только. Ага. Себе нормально представить не смог раньше даже. И матерные слова, наверное, знал. И Обычно же всегда же так. Надо сразу да, сначала начинать. матерные слова, конечно, учил. Да. Ну вот, это И- всегда так. Потом это дистанционно было, и трудно было, и долго-долго лекционные занятия, там литература, русская литература, якутская литература и так далее, история Якутии и так далее, и так далее. Много-много нам учили. Можно сказать, для себя я очень плохо учился там. Я еще больше ожидал, потому что если это было в очном формате, я уже лучше стал бы, да? А так дистанционно я с 10 где-то 2 получил бы для себя. Мгм. Вот так учился. Мгм. И когда очно сам приехал в Якутске и в Агики, у меня очень трудно было первый семестр. Ну, конечно, Очень язык не трудно было. понимаешь, да. очень Язык не тяжело. понимаю, себя очень сильно чувствовал, что я зарубежье, за Ага. границей, да? И себя чувствовал, что одиночком, да? Потому что Ну да, друзей нету, спокойно мамы хочу, нету. да, спокойно хотел говорить, но не могу, да, Не- стесняюсь. да, Да, ну да, вот. да. Ну, как бы барьер все равно. Да, Да. Но все равно, с другой стороны, ты уже в среде, где все говорят Да, по-русски, это по-якутски. практика, да. Практика, да. Ну, Да. никуда деваться, иди, пожалуйста, в магазин, купи Да. хлеб. Ну как, надо же Да. что-то все равно сказать. если хочу кушать, надо сказать на русском языке. Если хочу в туалет, тоже надо сказать на русском языке, да? Да. Вот мне повезло. У меня Если очень- куда-то хочешь уехать, в автобусе, Да, куда доехать, да, да, доезжать, да. это тройка. Да. Ну, у меня очень повезло, что у меня одногруппники очень классные люди. Ребята очень классные. Мне они прям помогают. Аргил, у тебя какая сложность? Скажи нам. Я Да ты через чё? переводчиками им пишу, они мне сразу помогают. Когда я делаю срез, они сразу помогали. Когда лекции, я не понимаю. Я вообще необычно учился, да? Кто знает русский язык, они сразу слушали и конспект сделали, поняли, экзамен сдавали. А мне наоборот, я слышал, да, все равно не очень понял, поэтому Надо тетрадь ещё от кого-то получу. Перевести. и потом ночью сижу, через онлайн-переводчиком перевод сделаю на монгольском языке и только понимаю. Потом, когда экзамен даю, вопросы тоже переведу, и потом Да, отвечаю, потому что ты ответ тоже переведу. вроде бы даже, когда ты понял вопрос, Да, сам уже знаешь ответ, но еще же надо перевести. Да. Вдруг неправильно переведешь, и будет неправильный ответ. да, Как это, у нас же в русском казнить нельзя помиловать. Где Да, запятую да, да. нельзя поставил, все, Да. ошибка. вот это было первым вообще трудно. Ну, сейчас уже нормально стал. Благодаря нормально. своим друзьям, благодаря своим И преподавателям. сколько ты, третий год, по-моему, же, да? Да, третий курс. Третий курс, да. Ну, через какое время ты начал понимать примерно сносно? Ну, где-то в середине первый курс. Первого Со второго семестра сразу. Ага, ну через полгода где-то Да, вот так, да, да. уже начал понимать, Да. что как бы, да. И ну, можно сказать, у меня преподаватель по русскому языка это Маша и Медведь, Чебурашка. То есть Мультики смотрел, Да, да. правильно. Очень хорошо помогали Песни мне. очень Да, хорошо песни помогают. Да, слышали, когда да. ты песню слышишь, перевод раз, и у тебя уже Да. где-то там вот здесь вложилось. Да. А сейчас уже тогда и по-русски читаешь спокойно литературу, и анекдоты можешь рассказывать, что было смешно. Как можно сказать? Прямо. А, Но кроме русского языка у меня смешно много есть. Ага. Типа с якутского языка, да. У меня лицо очень похоже на якутском, да. Ну, да, мы же братцы, Монголия, якуты, да, это... да, мы- Вот, когда я стою на остановке автобусной, да, и старшие люди меня подходят ко мне и говорят на якутском, По-якутски начинает говорить. вопросы да. задавают, я сначала, извините, пожалуйста, по-русски, пожалуйста, типа так скажу, они сразу ругают на меня, потому что, Иногда. молодежи, свой родной язык не знает, А, аюая, типа так далее. Аюая. Мне- Да, и так говорят, и я говорю, извините, я не якут, я из Монголии, извините, пожалуйста. Ну, я учусь, постараюсь якутский язык. Чукурук, ну, понимаю. Вот, ну ладно, ну ладно. Ты из Монголии, что ли? Типа такого у меня смешного много. ну да, Но да. сейчас якутский язык тоже более-менее нормально понимаю. Уже понимаешь. Да, чуть-чуть, да. А, Это, если не только интерес- матерные. даже стихотворение знаю, даже Да ты песни чё, знаю. можешь рассказать? Ну, песня. У меня самая любимая якутская песня это «Урюстар, себе кетилар, күміт күске селитар, сайырду күргейлар, оғай махкерюр». Просто сказали, да? Браво, Вот нифига, эта молодец, песня да. очень нравится мне. Ага. И вот так, такая история. Ну да, не, ну тогда ты уже и якутский потихоньку начал, получается, учить. Да. Ну, с якутской слова 30% из монгольского слова же. Похожие. Нет, тюркский, прямо из монгольского.
Прямо из Москвы? Не, ну, как Прямо бы, монгольского. скажем так, имеет тюркскую основу. Тюркско-монгольскую основу. Тюрко-монгольскую основу, да. Да. Ага. Как говорится, еще непонятно, якуты оттуда пришли или вы Ну да, туда, многие оттуда, пишут, оттуда что ушли? якути приехали из Забайкальского края и так далее, много да, говорят. да, да. И, Одна из теорий, которая, да, ну, и превалирующих вы же теорий. называете себя якуты, Уренхай, да, и так далее. Уренхай, да. У нас тоже народу Уренхай есть. Мгм. Типа в Монголии есть много национальностей народ, что у нас народ, этнический народ Уренхай, этнический народ Халх и так далее, Бурят и так далее. И ваш язык и так далее с нашими уренхайцами очень похож. Мгм. Мгм. Ну, то есть для тебя изучение якутского, ну, не такое уж прямо тяжелое, потому что, ну, считается, что якутский очень трудный язык. Русский очень трудный язык для учить. Ну, Какой для тебя? русский тяжелее? очень трудно было. Окончание очень трудно. Путаешь? Путаю. Ще там один слово, сколько разные можно сказать там. Ну, да. Выковерка. Смешно сначала вообще. Ну, в русском, например, очень много «да нет, наверное». Это вообще непонятно. Да. Да, нет, Да, наверное. нет, нормально скажи мне, пожалуйста, говорю. Да или нет? Да нет, нет, говорю. Вот так говорю. От интонации очень много Да, зависит. Да. да. В какое место может быть Да. сказано. Да. Сначала шутка понимать мне трудно было. А, ну. Сам шутить даже трудно было. Сейчас Ну, уже то есть более-менее. непонятно, шутят или не шутят, да? Что мне говорить это? Вот так. Да нет, наверное. Да. Ну да. Все ясненько. Так, и ты уже 3-й год учишься. Какие, ну вот сказал, твое направление это хореография. Мгм. Все виды танцев. Мгм. В следующем году ты 4-й уже курс будет. 4-й курс, ну, следующий год 4-й курс, ты заканчиваешь. Мгм. Какие планы дальше? Ну, И кем мне- ты станешь? Ну, допустим, закончишь хореограф. Нет, я думаю, что сначала, когда я молодой, хочу быть как исполнителем, как танцором, да, чтобы опыт получаю, везде выступаю, и Мгм. потом, когда у меня будет чуть-чуть возраст чуть выше, да, где-то 40, где-то 35 лет у меня будет, я как буду станется как хореографом, Мгм. потом, где у меня будет меньше 50 лет, буду станет как преподавателем, что я знаю, хочу передать следующему поколению и так далее. Такого Мгм. хочу. Ну, то есть ты прямо вот так свою Да. жизнь примерно расписал, да? Да, расписал. Тын-тын-тын-тын. Да. И еще после учебы, после бакалавриата хочу поступить на магистратуру дальше. И Дальше сразу учиться. где-то год работаю или об этом пока думаю. Похвально. Ну, Ага. сейчас ты выступаешь, танцуешь. Да, танцую, А где? выступаю. Везде. Можно В сказать, смысле? везде. Ну, в Ну, то есть Якутске, сейчас, допустим, какой-то корпоратив, тебе могут позвонить, сказать, приезжай к нам Да. танцевать, и ты можешь прийти станцевать? да, Что? за деньги. Ну, понятно, да, за деньги, Какой конечно, танец это- они это хотят, нормально. сразу могу же. Они, Все что угодно. если они хотят бальный танец, то могу со своим коллегам или со своим партнерщицам. Или они хотят монгольский танец, тоже могу. Якутский танец тоже могу. Какой танец они хотят, сразу могу Ну, выступать. вообще круто. Ага, и на много фестивалей, конкурс ездили. Например, самый последний раз я ездил в Питере. Там как баттл между вузами были. Танцевальный баттл между вузами. Это организовали Герценский педагогический университет, именно Герцена. Там провели. И еще самый большой фестиваль в последнее время, это была Всероссийская студенческая весна 31-го. Это было в город Перми и так далее. Мгм. Слушай, а вот современные танцы, сказала, хип-хоп, да? А брейк умеешь? Ну, чуть-чуть. Ну, у нас очень было... Нижний брейк. Нет, пока в следующем году у нас будет, Будет такого, уже, да? Мгм. Ага, ну потому что, почему я спрашиваю, да, ну, Сейчас танцоры... добавлю молоко. Так, Мгм. объясняй, что это? Сейчас молоко добавлю. Самый важный. Это важный даже. Самый важный. Без молока этот блюдо ничего. Обычное молоко. Обычное молоко. Не кокосовое, не соевое, просто обычное Обычное, коровье молоко. Коровье, да. Ну, стало похоже на уху Ой. из карасей. Да. Цвета. Мгм. Еще побольше, да? Ну, я смотрю, ты вообще действительно это все умеешь так на глаз Мгм. делаешь, безмерно. Ну, просто чувство. чувствую. Ну, я и да. говорю, да, ты уже умеешь готовить, поэтому, ну, примерно столько и раз пошел, да? Мгм. Мгм. По-моему, соли надо проверить потом. Ну, это Мгм, я так да-да. думаю. Решай сам. Слушай, ну, танцоры, скажем так, у общества, ну, иногда отношение немножко такое. Ну, что там они там вышли на сцену, там что-то там свои танцы. Но я знаю, танцоры это очень тяжелый труд, Да. потому что танцору надо быть очень сильным. Сильным. Ну, Очень сильным, да, потому что тело нужно держать все время в Мгм. форме, потому что ты все время должен быть готов. мгм. Хоть понедельник в 4 утра выйди, танцуй. Да.
Да, это тяжело. Да. Ну, Как очень держишь тяжело. себя в форме? Например, мы сейчас, как можно сказать, Все время тренироваться. Ну, то есть поддерживать себя в форме. да, все время тренируюсь, да, Мгм. и что кушаю, что съесть, это Режим тоже. очень важно. Режим, да, Питание, режим да, питания очень чтобы важно. Не немного дай бог лишний вес. да. Ну, что ты танцуешь животом? Нельзя набрать много жир, да, вот. Да, да, А да. так нельзя потерять свои силы и так далее. Конечно. Это танец, это не только требуется от исполнителя, не только физической силы, психологической силы тоже очень требуется, Ну да, потому это голова что должна быть в умным порядке. должно быть. Ну, Ну, это не дай бог там куда-то не да, туда пошел, да. неправильно станцевал, не Да, то по... да, вот у меня в Монголии сказали мои преподаватели много, типа, надо всегда мудрым, умным, да, хитрым должна быть танцором. Мгм. Танец это не для дураков, типа так далее, мне всегда Да, сказал, потому даже, что, даже так. да, потому что у нас нужна будет как математика у нас нужна, физика у нас нужна, Мгм. биология у нас нужна, психология нужна у нас, все нужна, все требуется, все нужна, поэтому Мгм. люди же думают, танцор это просто двигает, это и танец думает. Ну А да, так, на да, самом да. деле, много-много требуется. Потому что многие не знают, ну, что подумаешь, вышел на сцену, там, Да, да. грубо Нет. говоря, там, покривлялся и Да, чё? например, там, если с ансамблем вступаю, да, там друг друга надо чувствовать. Да, Большое чувство требуется там. чувство такта, все в один... Да, это, да, и потому что психология там нужна. Например, преподаватели нам что-то хочу учиться, если мы не учимся, конечно, нам кричать будет, нас ругать будет. Это надо терпеть. Это для Линейкой нас- по Да, ногам. замечаний много получаю, надо Ага. терпеть. Один замечан получаю, и вот так упадет, что нельзя. Поэтому да. очень много-много крепкий сил. характер, Да, ну, да, сила воли плюс характер. да. А как ты вот поддерживаешь себя в форме? Есть какой-то секрет? Ну да, я, Нет. я наверняка знаю, что ты соблюдаешь режим, правильное питание, не дай бог, там нарушение графика, ЗОЖ, скорее всего, все время, да? Ну, просто после 6 больше много не кушаю, и Так. каждый день придется заниматься. Если в залов нету, если в АГК не ходил бы, в общежитии просто 30 минут занимаюсь. Мгм. Ну, А что там, отжимания, да. приседания, отжимания, приседания, комбинации и так далее. подтягивания? Прыгаю и так далее. Ага. На пластику, на растяжку, Да, наверняка да. это какие-то упражнения, да? Мгм. Минимум в день занимается надо где-то 30 минут, самый минимум. Меню, каждый Ага, день. каждый день минимум, да. Утром Ну, для зарядка, меня это утром так. зарядка, пробежка, Да, да. прогулка. Да. Сахар слишком много нельзя и так далее. А, ну то есть ты за питанием следишь, получается? Да, за питанием и за тренировкой. Итак, про питание. У нас все-таки же кулинарный проект. Мгм. Есть твое любимое блюдо? У меня любимое блюдо это буз. Бузы? Ага. Да ты что, дай 5, я Да. тоже любимый мой С оливье. бузы. Салат с оливье. Буз очень В вкусно. смысле, бузы в оливье в бузы кладешь или отдельно оливье? Отдельно? А, Ну господи, и слава кушаю богу, вот так, нет, да. это надо И понять, вот да. там, если плюс чай с молоком, настоящее монгольское, и вообще С солью? с солью, Да? с правом. Мгм. Ну ладно, я без соли, но я вот почему-то не знаю. Ну, это тоже У меня любимое получается- блюдо бузы. Ну, позы. Мама назвала позы. Да. А, вы монгольское попробовали, да, чисто монгольское бузы? Чисто монгольские нет, я бурятские. Отличается бурятский буза, монгольский буза, очень большое отличие есть. Потому что там мукша есть, да? Что Мук, который, как можно сказать, Тесто? больше. Да, Мука. Ну, да, мука, да. ага. Чуть это толстый бурятский. А у нас в Монголии еще тонкий. Ещё Очень тонкий. тонкий. Вот, Но очень там тонкий. этот сок не вытекает, самое главное же это Сок, да, откусить сок есть, есть. Не, ну понятно, Суп, если да. тонкое, там может сок вытечь. Да, 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 да. Может? Можно. А, да? Да, почему нет? Аргел, скажи, а из якутских блюд, ну, ты наверняка даже за 3 года уже все попробовал, да? Да. Что тебе нравится? Ну, мне больше нравятся алады. А, Аладжи. Оладьи? Оладжи, да. Оладьи, 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 ага, оладьи, так. ага. Со сметаной. Ага. Очень нравится. Еще этот суп был. Как называл? Ячменя? Да, типа, как Ага, называется? Без потрохов. Да, типа, да. Ага. Это тоже было очень вкусно. Ага. Но там сухой рис. Было интересно, очень интересно, но, честно, для меня нет. Сухой что? Рис. Рыба? Да, сухой А, рыба. сухая рыба, Сухая рыба. юкола. Сразу вот... А, строганина, что да, ли? да, белая. А, Трудно было. трудно, да? Ну, ты наверняка, ну, сырую печень уже кушал, нет? Нет. Нет, Ну, да? просто как суши, да, типа Ага. такого с рисом, и, типа, можно было. И всё. А прямо так морозно, типа, Тяжело, да? тяжело было. А, Ну, Но в голове не вкус- укладывается. Да. Ну, А вкус очень- там нормальный? Это вкусно, потому что один раз попробовать, потом уже привыкнуть. Да. Это вот сказка.
Слушай, я знаю, ну ты вот упомянули, да, на самом начале передачи, ты же вот практически мой коллега. А как ты там оказался, вот про телек? Про телек Про это... телевидение. Ты же говорил, что у тебя Про опыт был, телевидение. да. Про телевидение, вот у меня было с детства, мой дедушка сказал, что он был руководитель в культурном центре, и он мне пытался всегда дать стихотворение. Я всегда это стихотворение читал и так далее, и так далее. И сам очень любил стать на концертах, на всякие разные мероприятиях, как ведущим стать. Очень мне понравилось. И в Монголии был детский телеканал, и там детский шоу был. Мы сами детей, ведущие, сами подумаем, что у нас будет, да, и потом гости детей приглашаем. Ну, схожая передача, да, Да, получается? тоже передача. И с ними поговорим спокойно, что в душе детьми, типа так далее, вот такого было, да. Шоу, короче, да? Да, что хотим рассказать родителям, что мы хотим взрослым людям говорят, типа так далее, такого передача была у нас. Надо же. Да. И как долго ты этим занимался? Ну, как ведущим с 12 лет до сих пор, а как телеканале я только где-то 3 месяца был. Ясненько. Так, и вопрос уже, да, такой. На каком этапе у нас, на какой стадии готовка? Ну, почти все, 90% почти все. Сейчас Да? осталось Ну, чуть-чуть тогда 5 мы- минут, ага. 5 минут. Хорошо. Слушай, я знаю еще, что ты общественная нагрузка, но представитель вот монгольский, да? Что там вы делаете? Мы делаем здесь из Монголии студенты в России очень много. Например, именно в Якутске сейчас пока что 14 студентов из Монголии. Уже. Ты первый и уже за тобой потянулись? Нет, я не первый был. Я только в в Арктических Агике, садах, в Агике я всё, первый всё, был. всё. Ага. И у нас учатся студенты из Монголии с ВФУ, в Агике, в Агату, даже в Чевкисе. Спортивный университет. Спортивный. Борьба, наверное, скорее Да. всего. И у нас пока что... Не сумо? Потому что монгольцы Да, сумо же Япония, да. чемпионы Японии Да, поборол. каждый Впервые. чемпион из Монголии, да. Вообще вот такой Да. чувак. Ага. И у нас пока что 14 студентов в Якутске, но должно было где-то 20. Потому что сейчас некоторые не успели перелететь, некоторых из-за семья, из-за болезни и так далее отказались и так далее, и так далее. А в всей дальневосточном зоне очень много. Ну, то есть Студенты- вы, скорее всего, помогаете им Да, освоиться мы- с языком, Да, с бытом, языком. да? Например, у нас будет каждый день требуется с документом. В России же всегда с бумагами, да? Ну, Всегда в с собой любой- в надо любой таскать. стране с бумагой. Без бумажка, как И букашка. да. А так у нас сейчас в данное время бумага не требуется в Монголии почти. У нас есть палец, и палец вот там распечатает, и дактилоскопия, иначе все. все информации там уже вот Ага. так начали, в электронном варианте все. Но у И- нас тоже скоро будет. Да, надеюсь. Мне всегда с собой таскать трудно, если что. Паспорт, да? Да. Ну да, да. И здесь студенты трудно, что заполнять документы и так далее, и так далее. Некоторые, например, хотят получить деньги и так далее, и так далее. У них трудно будет. И Ну, с те, кто переводами, с болеют, банки, да, счет те, кто открыть, болеет, карт. и так далее, и так Да-да-да. далее. И мы организуем мероприятия, и так далее, и так далее. Кто-то куда-то хочет привезти, тоже помогаем. Ну, в общем, помогаем студентам. Ну, то есть вы все вопросы связаны с бытом, скорее Да. всего, да? С проживанием, как чего проехать, отдых организовать вместе, Да. на родном языке побазарить, Да. как говорится. И у да? нас у них тоже психологический труд, когда будет, с ним поговорим. Ну да. И их родители сразу связаны со мной, и они спрашивают, как мои дети, как наши дети, типа так спрашивают. Ага. Прямо через WhatsApp, прямо через почту и так далее. Я отвечаю, у вас нормально получается, ваши дети так учатся и так далее, и так далее. Вот. Ничего себе. Ага, все Ну, нормально. это большая получается. ответственность. Да. И все мне верят, поэтому очень ответственно, очень уверенно должно быть, так думаю. Ну да. И я сам себя веду как примером, да, что как надо учиться, как в России должно быть, типа так далее. Все ясненько. Ну что, давай уже, Так, почти давай, готов, давай попробуй сначала. уже. На монгольском языке приятного аппетита это сэхэн холлоры. Сэхэн Сахан, холлоры. холлоры. Это Не, хватит. Итак, самое любимое место нашей передачи, это вот, собственно, спасибо. как это, да, Сэхэн холлоры. да, я, скорее всего, не запомню. Приятного аппетита, давай попробовать. Действительно, молочный, как будто молочный суп Да, с пельменями. да.
Ну, на монгольском называется паштеце, чай с пельменем. Пальштаце. Ага, Пальштаце. паштеце. Пальштаце. Пальштаце. Так, здорово, здорово. Да, мы можем, конечно, ставить. Как вам? Сразу скажу, необычно, да, ну потому что ну, Да, с да. молоком, тут ну, чай, да, чувствуется этот вот аромат, да, остался. Но то, что пельмени и мясо, это, конечно, респект. Еще рис. Еще где-то жареный рис должен быть, да. Да. Да, Аргил, спасибо тебе большое, да. И наша передача заканчивается, как я уже говорил. У нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Можно на монгольском языке, но лучше на русском. Да. Так, всем я желаю крепкого здоровья и для будущих успехов. И все будет получаться у вас хорошо. И на монгольском пару слов скажу. Табухунде ацчарал, ирулих, хамги сенсахам бухнет, хусирой. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях студент Арктического государственного института культуры и искусств Аргил Бояр Нямжав. Аргил, еще раз спасибо Вам тоже тебе спасибо. за участие в нашей передаче. А я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто Вкусно. Будьте здоровы, друзья.